Генерал-вор и гопник, глава ОМОН МВД Таджикистана Хуршед Мухаммадзуда открыл стрельбу по мирным жителям и ранил 2 человек в городе Харок в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. После этого он стал угрожать заступившейся за мужа и брата женщине, угрожать изнасилованием. Эти бандитские действия прикомандированного генерала вызвали возмущение населения Харога, которое вышло на стихийный митинг перед зданием администрации области. 6 лет назад республиканские власти также ввели вооруженные силы в Горный Бадахшан, однако не достигли цели поставить на колени население Памира и вынуждены были отвести войска. Тогда переброшенный в Харок спецназ Альфа Комитета нацбезопасности возглавлял именно Хуршед Мухаммадзуда, на совести которого десятки погибших. Однако, несмотря на безответственность и непрофессионализм, этот вояка избежал трибунала, в том числе благодаря высокому покровительству. Кроме того, ранее в 2008 году Хуршед Мухаммадзуда был задержан по обвинению в воровстве с использованием служебного положения. Против него было даже возбуждено уголовное дело военной прокуратурой, однако дело до суда также не дошло. При поддержке своих 2 братьев, которые вели совместный бизнес с зятем Рахмона Шамсулло Сахибовым, он был освобожден, а дело прекращено. С того времени началось сближение Хуршеда Мухаммадзуда с Шамсулло Сахибовым, при покровительстве которого вор и гопник пошел в гору по служебной лестнице, получил звание генерала и правительственные награды. Знающие люди отзываются о Хуршеде Мухаммадзуда как о человеке крайне низкой культуры, грязного на язык. На его манеру обращения и общения с людьми жалуются даже его подчиненные. Это бескультурие и беспредельничество проявилось также в Хароге. Он не только открыл стрельбу из травматического пистолета на улице по мирным жителям, но и пригрозил вступившейся за своих родственников женщине и всем свидетелям этого бесчинства изнасилованием. Эта женщина рассказывает: огромный мужик стреляет по людям и потом говорит, что он всех... Здесь следует нецензурная угроза. «Это кто вообще? Что за милиционер?» – продолжает женщина. «Это, представьте, генерал милиции. Я его видела много раз. Почему меня не приглашают для дачи показаний на очную ставку? Я могу рассказать как очевидец, как все было», – говорит женщина. Применение насилия и оружия, сексуальные угрозы в адрес женщины – это исполнение воинского приказа и указаний руководства и правительства. Такова защита населения, служение гражданам на их деньги. Таково проявление уважения, или это самоволие и вера в свою безнаказанность со стороны данного генерала? Ответа пока нет. Ясно, что этот генерал не тот, кто способен охранять мир и население, потому что жаждет крови и мести за свою неудачу в 2012 году. Если этот генерал не будет наказан, значит силовые министры, генпрокурор и глава государства с ним заодно и разделяют с ним подобные отношения к бадахшанцам и всем гражданам страны.